Между Россией и Украиной намечается еще одна война, дальнобойная. Войну фур начала Волынская область. Активисты праворадикальных организаций заявили, что не будут пропускать наших дальнобойщиков. Окупант не пройде і відступати не будемо. Украинские дороги в качестве транзитного пути в Европу и обратно российские дальнобойщики стали выбирать чаще именно в последнее время. Польща не пускає російських вантажівок від січня. Відтак водії перетинають український кордон через Словаччину та Угорщину. Украинские националисты. Бандиты в черных масках. Демобілізовані військовослужбовці. Экстремисты запрещенного в России правого сектора. Десятки волонтерів і вояків, що повернулися зі Сходу, Крепкие мужчины в камуфляжах особо не церемонятся. В цвет флага Незалежной раскрашивают колеса большегрузов, замазывают краской наклейки в виде георгиевской ленты. Далекобійники реагують по-різному. Дехто агресивно, але більшість стримано. транзит російських вантажівок Україною призупинений. Вместо того, чтобы пресечь незаконные действия активистов радикальных организаций, дорогу российским фурам закрыли теперь на официальном уровне. Кабмин Украины запретил движение российских грузовиков в территории страны. Последствия могут быть самые разные. Отныне до особого указания передвижение по дорогам России украинских фур запрещено. Росія у відповідь на акцію українських активістів заборонила проїзд українських машин на свою територію. Дмитрий Медведев не исключил, что ограничения могут затронуть все виды транспорта с Украины. Кремль погрожує додатковим контролем усіх авто з України. С введением запрета на транзит Украина потеряет по самым минимальным подсчетам десятки миллиардов долларов. Россия оказалась в сложной ситуации, поскольку грузоперевозки блокируются и на польской границе, и на белорусско-литовской в блокаде присоединились и румынские экономики. Осталось только одно окно в Европу – российско-финляндская граница.